Друзья, добрый день! Сегодня мы с вами познакомимся с понудительным залогом. Из названия понятно, что кто-то кого-то принуждает что-то сделать. Это самый сложный залог, потому что правил для него нет. Суффиксы понудительного залога. Т, ит, эт. Единственное, что можно сказать, что суффикс «т» всегда после гласных. Дальше. Из, эз, ыр, эр, дыр, дер, тыр, тер. Кстати, закон сингармонизма здесь тоже не действует. Гыз, гэз, хыз, кэз. Суффиксов много, но в каком случае какой применяется, определено традиционным использованием. Давайте разбирать на примере. Келю – приходить, а вот кельтеру – приводить. И обратите внимание по поводу закона сингармонизма. Кель, основа глагола келю, заканчивается на букву «л». То есть, по идее, суффикс должен был быть «деру», но суффикс начинается с глухой «т». Поэтому еще раз напоминаю, что в понудительном залоге закон сингармонизма не работает. Итак, келю – приходить, кельтеру – приводить, танысу – знакомиться, а вот знакомить будет таныстыру. Конечно, первое время вам будет тяжело, но потом вы привыкнете, и у вас уже гармонично будут присоединяться те или иные суффиксы. Дальше. Жазу – писать, жазгызу – попросить написать, айту – сказать, айткызу – понудить сказать, попросить сказать, заставить сказать, суйлеу – говорить, суйлету – заставить говорить, хорку – бояться, а вот как будет испугать, слово вы это уже учили, мы его применяли. Хоркыту. Откуда взялась буква «э»? Это глагол с беглой гласной. И основа глагола здесь «ы». Хоркыту. Испугать. Тому капать. Тамызу капать кому-то, например, лекарство в нос или там в глаза. Тусену понимать, а вот заставить кого-то понять или объяснить, чтобы поняли, как будет, слово тоже знакомое. Правильно это будет тусен деру. Хорошо. Еще в словаре можно увидеть, что один и тот же глагол имеет разные суффиксы понудительного залога. Поэтому, в принципе, вы можете даже сами придумать, не получится, вас поправят, запомните. Иногда к одному глаголу могут присоединяться несколько суффиксов одновременно. Смотрим. Глагол ашу – открывать. Можно сказать аштыру – заставить открыть или попросить открыть. А можно сказать ашкызу. И тоже будет перевод заставить открыть или попросить открыть. Образуя глаголы в понудительном залоге, вы просто используете тот или иной суффикс и чувствуете, легли они
красиво звучит или не очень. Красиво, так и говорите. Не очень, подбирайте другой суффикс. Дальше. Элю – вешать. Эльдеру – попросить повесить. Или эльгазу – попросить повесить. Или заставить повесить. Оку – читать. Вот здесь мы сейчас увидим присоединение двух суффиксов одновременно. Двух суффиксов понудительного залога. Окыт, кызу. Суффикс «т» и суффикс «кыз». Окыт, кызу – заставить читать или попросить читать. Ну и теперь давайте повторим слова. Учить их не нужно, потому что вы знаете эти глаголы основные. К ним добавляем суффиксы, получаем глаголы в понудительном залоге. Просто немного меняется перевод. Кельтеру – приводить, то есть кого-то что-то заставить сделать. Таныстеру – знакомить. Жазгазу – попросить написать. Сойлиту – заставить говорить. Айткызу – заставить сказать. Хоркату – испугать. Тамызу – капать. Тусендеру – объяснять. Аштыру – попросить открыть. Ашкызу – заставить открыть. Эльдеру – попросить повесить. Эльгызу – заставить или попросить повесить. Теперь давайте составим предложение. Я заставил его помыть посуду. Попробуйте перевести. Мен оны ыдысты жугыздырдым. Смотрим. Жу мыть. Основа жу. Мы добавили первый суффикс понудительного залога гыз. И потом добавили еще один суффикс дыр. И получилось жугыздыру – это заставить помыть или попросить помыть. То есть сделать какие-то понудительные действия. Олмины коркты. Здесь просто, правда? Он меня напугал. Хорошо. Немере ажесын диванга отыргызды. Конечно, внук посадил свою бабушку на диван. Мы обязательно показываем, что свою бабушку ажесе. Дальше. Отыру сидеть, отыргызу посадить. Отсюда же идет посадить деревья. Агаштар отыргызу. Переводим следующее предложение. Кызыныз сізге компьютерде сатып алгызды. Смотрим. Сатып алгызу – это понудительный залог. И переводим. Ваша дочь попросила вас купить конфеты. Ну, дочь не может заставить что-то сделать, но может попросить, тоже понудить к действию. Итак, мы разобрали все залоги, давайте теперь их повторим. Основной залог. Вспоминаем, как образовываем, вспоминаем, как он звучит. Я даю примеры. Правильно, основной залог – это просто действие. И глагол мы берем из словаря. Например, сюрту – вытирать, сурау – спрашивать, сойлеу – говорить. Следующий залог – возвратный.
как он образуется и что он обозначает. Вспомнили? Это действие над собой любимым. Образуется основа глагола плюс суффиксы «ын», «н», «н» и примеры. Сюртену – вытираться, сурану – отпрашиваться и сойлину – борчать. Следующий залог – совместный. Правильно, это значит, действие происходит с кем-то совместно. И образуется основа глагола плюс суффиксы «ыс», «с», «с». Например, сюртесу – взаимно вытирать, сурасу – расспрашивать друг друга, то есть спрашивать друг у друга, суэлису – разговаривать друг с другом. Следующий залог помните? Страдательный залог. Это кто-то неизвестный совершает действие над кем-то или над чем-то. Помните, да? Дверь открыта. Кто ее открыл, когда открыл, неизвестно. Но это действие было совершено с дверью. Образуется основа глагола плюс суффиксы «ыл», «эл», «л». И примеры. Аякталу – быть законченным, басталу – быть начатым. И последний, сегодняшний, понудительный залог. То есть кто-то кого-то принуждает что-то сделать. Здесь все лица известны. Если в страдательном залоге мы не понимали, кто это делает, то в понудительном мы знаем, кто и кого принуждает что-то сделать. Образуется при помощи суффиксов т, ит, эт, из, эс, ыр, эр, дыр, дер, тыр, тер, гыз, гэс, хыс, гэс. Все, конечно, суффиксы добавляются к основе глагола. Ну и, например, тусендеру – объяснять, коркету – испугать. На этом, друзья, наш урок закончен. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Давайте продвигать канал, чтобы как можно больше людей увидели эти уроки. Также не забываем, кому необходимо приобрести самоучители «Учим казахский без напряга», чтобы у вас всегда под рукой был этот учебник, и вы в любой момент могли найти ту или иную тему, ответ на тот или иной вопрос. А я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Пока.